Сегодня Духовное управление мусульман Крыма является религиозным традиционным институтом крымских татар, который переживает важный процесс развития. На данном этапе муфтий Хаджи Эмирали Аблаев делает все для того, чтобы умма мусульман Крыма только усиливалась в Крыму. Сегодня происходит процесс интеграционный. Практически все 330 мечетей, то есть более 330 мечетей, будут подчиняться Духовному управлению мусульман Крыма. Далее также хотелось бы отметить, что строится наконец-то соборная мечеть, которую мусульмане Крыма ждали все 15 лет. Возвращаются культовые религиозные памятники, которые до этого периода либо удерживались, либо передавались коммерческим структурам, таким как фонд Крым, где единственным учредителем являлся Мустафа Джемилев. В данном случае мы видим конфликт интересов налицо, и все нападки сегодняшние на муфтия обусловлены тем, что муфтий занимает независимую позицию, находится над политическими процессами, заботится в первую очередь о, скажем так, интересах мусульманской уммы, заботится о всех крымчанах, потому что религиозный деятель, любой, который служит человечеству, думает о всех, стремится к миру, к стабильности в регионе. Все его усилия направлены на то, чтобы мусульмане Крыма заняли достойное место среди всех конфессий, которые сегодня представляют наш полуостров. Естественно, вызывают негативную реакцию со стороны группы лиц, это наших соотечественников, крымских татар, к сожалению, которые занимаются политическими интригами, являются профессиональными крымскими татарами, которые делают все, чтобы было, чем будет хуже здесь мусульманам, чем будет хуже здесь крымским татарам, тем будут более щедрые гранты сыпаться на их головы со стороны западных эмиссаров. Вот, и их как раз-таки злость обусловлена тем, что они не могут вовлечь муфтиат, религию в свои политические проекты, которые в первую очередь нанесут ущерб как крымским татарам, так и всем крымчанам. Также хотелось бы сказать, что любые попытки использовать религию в политических целях, что сейчас происходит как раз-таки на границе с Крымом в Херсонской области, где Джемилев, Чубаров, Ислямов, собрав вокруг себя группу радикалов, пытаются объявить псевдо-джихад. По сути дела, опять-таки, используется религиозный контекст для того, чтобы воздействовать психологически на чувства мусульман Крыма, ввести их в заблуждение. И, естественно, также наблюдаются попытки дискредитировать наш духовный и религиозный институт мусульман Крыма, нашего духовного лидера Хаджи Эмирали Аблаева, что, конечно же, недопустимо и обусловлено тем, что муфтий и муфтиат занимают мудрую позицию, находятся на страже интересов как мусульман полуострова, так и всех крымчан. Естественно, это не может не вызывать реакцию отторжения у группы этих радикалов, которые, естественно, несут в себе зерна конфликтности, и стараются вовлечь крымско-татарский народ в конфликт, призывают к войне. Естественно, это недопустимо, и это больше обусловлено как раз-таки желанием западных институтов создать в Крыму горячую точку, используя крымско-татарский фактор. То, что касается создания псевдо-батальона крымско-татарского, мы знаем, что это уже вторая попытка, было две попытки до этого, то есть это создание мусульманского крымско-татарского батальона, которое полностью провалилось. Сегодняшняя попытка придать также национальный оттенок, что также недопустимо, и говорит о том, что крымских татар в этих батальонах не наблюдается. Там собраны радикалы со всех уголков мира и, естественно, пытаются выступать от имени самих крымских татар. Основная цель этой акции, естественно, вовлечь крымских татар в противостояние вооруженное, спроецировать все это на крымских татар, чтобы посеять здесь межнациональную рознь и недоверие к мусульманам Крыма, крымским татарам. Естественно, мусульмане полуострова, крымские татары
мудро поступили, понимают, что все эти замыслы направлены против крымских татар, против мусульман Крыма и имеют желание посеять здесь вооруженный конфликт, что недопустимо. И на сегодняшнем съезде мусульмане полуострова, крымские татары, крымско-татарский народ собрался, чтобы высказать поддержку Духовному управлению мусульман Крыма как единственному духовному религиозному институту мусульман Крыма и нашему духовному лидеру Хаджи Эмирали Аблаеву.